Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Проблемы и перспективы спортивной подготовки и физического воспитания коренных народов Севера и Арктики обсуждались на первой всероссийской научно-практической конференции с международным участием в Якутске. Гость нашей студии сегодня Анатолий Тамбовский, проректор по научной работе Московской государственной академии физической культуры, доктор педагогических наук. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер, добрый день. И первый вопрос. Ваши цели и задачи по участию в данной конференции? Ну, соответственно, целью главной выступала это ознакомиться с результатами работ в данном направлении. Дело в том, что мы также занимаемся вопросами национальных видов спорта и как обстоят дела в Якутии, в Якутской республике, в Саха-Якутия. Для нас это тоже интересно. Можете оценить развитие спортивной науки в Якутии и вообще перспективы ее развития? Да, это дело мы, как бы сказать, постоянно отслеживаем. Для нас это представляет большой интерес. В частности, у нас в Академии, в нашем диссертационном совете защищались представители Северо-Восточного федерального университета. И я должен им выразить слова благодарности за хорошую подготовку, за хорошее изложение материалов, а также их научного руководителя Илью Афанасьевича Черкашина. Перспективы развития достаточно хорошие, но здесь все зависит уже непосредственно от самих преподавателей, специалистов, сотрудников и связанных с сферой физической культуры и спорта. Насколько развита научно-исследовательская работа у нас в регионе по национальным видам спорта? Вы знаете, вот все диссертации, которые были представлены представителями Якутии, они связаны все, без исключения, с национальными видами спорта. И надо дать должное, что в них затрагивались достаточно серьезные вопросы, в частности, это, например, развитие координационных способностей и при сохранении силовых возможностей спортсмена. Это, в частности, в масс-рестлинге. Помимо этого, если говорить, какие здесь результаты могут быть, да, еще раз повторюсь, результаты мне бы хотелось, конечно, чтобы они были бы получше, посерьезней, покачественней. Но опять-таки это зависит уже от специалистов, от запросов тех органов, которые связаны с физической культурой и спортом. Хотелось бы услышать ваше мнение по подготовке научных кадров в республике, связанных с физической культурой и спортом. Но я, наверное, опять-таки здесь небольшой секрет не открою. То, что да, в республике достаточно активно, не буду говорить, что активно, но достаточно активно ведется подготовка специалистов. Одно могу сказать, что в ряде вузов подготовка в сфере физической культуры студентов ведется, ну, вот на сегодняшний день мы, например, услышали такую цифру, как остепененность преподавателей кафедры физвоспитания аграрного университета, аграрно-технологического университета, это Арктического университета, да, где остепененность 70%. Это далеко не все вузы, даже физкультурные вузы, имеют такую степень подготовки, качественную степень подготовки специалистов. Какую помощь вы оказали нашим вузам в научной деятельности? Я одно могу сказать, что мы фактически стараемся оказывать постоянную помощь уже на протяжении, вот я уже приезжаю здесь в республику, я даже не знаю сколько раз. Одно могу сказать, что были годы, когда я приезжал по 8-10 раз в республику за год. И мы здесь пытались и делали договора
о совместном сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. И сейчас я приехал именно конкретизировать варианты участия вузов Якутска именно в наших проектах в сфере физической культуры и спорта. Причем эти проекты планируется, чтобы они были международного уровня. Диссертационные работы наших ученых по спорту, насколько они актуальны и востребованы? Я одно могу сказать, что вот сейчас они, как я уже говорил, что они акцентированы пока на национальные виды спорта. Хотелось бы, чтобы они были больше связаны и уже с олимпийскими видами спорта. Хотя могут здесь сказать, что да, масс-рестлинг претендует уже на международный уровень, ну как, не то что международный, а на олимпийский уровень, по крайней мере, поставлена такая цель. Хотелось бы, чтобы, например, такие виды спорта затрагивали интересы якутских ученых, как бокс, лыжи, например, стрельба. Я знаю, что эти виды спорта достаточно активно были исследованы специалистами, например, СВФУ. Жаль, что у меня на сегодняшний день информация, что там биомеханический центр, научно-образовательный центр на сегодняшний день фактически расформирован. Очень жаль. Как вы считаете, якутские национальные виды спорта, каким образом можно популяризировать на всю страну, ну или даже на международный уровень? Популяризация, она уже идет на всю страну, потому что, в частности, по тому же масс-рестлингу, по борьбе, Хапсахай, уже есть всероссийские ассоциации, федерации, есть уже международные соревнования вплоть до чемпионатов мира. И в частности, они проводились в Якутске. Я даже принимал не то что в них участие, я был на этих чемпионатах. Да, и это самый яркий вариант доказательства – это участие международных спортсменов в этих соревнованиях. И когда наши российские дети, подростки, взрослые видят уже своих, ну как, даже представителей своего возраста из других стран, естественно, это очень серьезный мотивационный аспект. А когда их друзья занимают какие-то призовые места в этих соревнованиях, это еще более серьезный мотивационный стимул. Могут ли включить в систему ГТО упражнения из национальных видов спорта? Это, во-первых, это очень сложно сделать. Почему? Потому что система ГТО, она всероссийская, да, и должна быть определенным образом унифицирована. Да, безусловно, какие-то аспекты при сдаче норм ГТО могут быть региональными. И в частности, в качестве примера я привел бы диссертационную работу Горецкого Павла из Тамбова, который исследовал возможность разработки уже региональных нормативов в сфере ГТО именно для учащихся Тамбовской области. Никто не мешает это разработать, эти нормативы уже для якутского региона. Вернемся к вашей работе. Какую работу вообще ведет ваша академия с северными регионами нашей страны по развитию физкультуры? Сказать, что по развитию физкультуры, наверное, это слишком узко. Наша академия ведет работы в сфере физической культуры, в сфере спорта, потому что, например, мы анализируем функциональное состояние людей, представителей Севера, по функциональным показателям, по показателям физического развития, причем разных возрастных групп. Мы пытались даже анализировать особенности питания этих народностей Севера.
Насколько это удачно, одно могу сказать, что результаты этих исследований были внедрены в разработку оценки функционального состояния космонавтов. Казалось бы, здесь какая связь? Да, в итоге это оказалось востребовано ввиду того, что вероятность приземления космонавтов на Землю, например, в условиях арктического пояса, никто не исключает. Ну и хотелось бы услышать об особенностях людей, проживающих в северных районах. Какие можете обозначить, самые основные, может быть? Вы знаете, здесь можно, вот здесь-то как раз можно приводить массу показателей, массу примеров, но здесь можно одно сказать, это обусловлено и соматотипическими особенностями, это особенности и обмена веществ, это генетические особенности, это антропометрические, то есть здесь на самом-то деле очень много нюансов, которые в той или иной степени обусловливают особенности функционирования людей именно в условиях севера. Насколько это удается им? Ну, наверное, уже люди акклиматизировались, адаптировались, проживая в этих регионах не одну сотню лет, даже можно, наверное, говорить уже не 1000 лет. Насколько это можно успешно сделать в современных условиях с более затратными со стороны человека энергоресурсами, ну, наверное, на это и должна быть нацелена сфера наших научных интересов совместно с представителями уже вузов Севера. Ну, чтобы и последний вопрос, чтобы вы пожелали нашим руководителям спорта, вузам, ученым, молодым спортсменам. Вы знаете, здесь слишком много, наверное, можно пожелать, но для руководителей это более квалифицированно, более грамотно относиться к проблеме и физической культуры и спорта. Например, на сегодняшний день фактически выпала из такого достаточно серьезного внимания сфера физкультурно-оздоровительных центров. Они на сегодняшний день в методическом плане не отчитываются, не оценивает никто их, тот методический арсенал, который они используют в своей работе. Делаются какие-то в этом направлении шаги. Пожелать тем людям, которые пытаются или хотят заниматься сферой физической культуры и спорта, но, наверное, в первую очередь это большего желания и больше усидчивости, больше настойчивости в достижении своих целей. И при этом учитывать опыт людей, ну, предыдущих поколений. Потому что делать ссылку только на современные условия, без учета того задела, который имеется, ну, наверное, не совсем правильно. Анатолий Николаевич, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Да, спасибо. До свидания. А я напомню, гостем нашей программы сегодня был Анатолий Тамбовский, проректор по научной работе Московской государственной академии физической культуры, доктор педагогических наук. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию в общественных местах и оставайтесь с нами.